Запирок пробил. Шеф, станок, станок есть? 22 числа начали, так скажем, интересоваться, а что же везется и откуда везется. Вот останавливались машины, вызывался наряд ГИБДД, ГИБДД вызывали участковых, проверяли документы. И мы уже выяснили, что вот с 22 числа и до этого тоже, но 22 числа был подтвержден факт именно завоза. И нам морочили головы до этого, говоря, что по 33-м регионам с Кании едут якобы наши. У нас вот с другой стороны, на выезд на Владимир, да, там есть кладбище городское. Вот оно растет прямо пропорционально вот этой вот куче. У нас в больницу каждый день обращается 3-4 человека к врачу-онкологу с целью встать на учет. Под знаменами раскинулся наш лагерь у полигона Машкова, где мы несем круглосуточное дежурство. У нас на территории нашего мини-лагеря абсолютная чистота. У нас на территории действует сухой закон, можете пройти посмотреть. Информационный стенд, где указано действия, какие могут предпринимать граждане, какие не могут предпринимать граждане. Какие документы должны с собой быть, куда звонить, кому обращаться, все телефоны. Зал закрытый, в принципе, здесь вот люди отдыхают, укрываются от осадков. Также здесь вот у нас хранится водичка, у нас полевой отличный самовар здесь для поднятия боевого духа. Стол, где можно отдохнуть, попить чай, кофе попить. Здесь вот у нас более укрытое помещение, там мы греемся, оно закрыто от ветра. Там как раз работает тут горелка, поддерживается плюсовая температура, потому что все-таки погода промозглая. Здесь основное назначение, здесь можно пообедать в тепле, посушить вещи, попить горячего чая, укрыться как-то от ветра. Здесь же у нас хранятся продукты, вот можете посмотреть. Продукты полностью нам привозят неравнодушные граждане. У нас теперь появилась кабина. Она обслуживаемая. Да, машины приезжают, откачивают. Познавались мы с долгосрочной перспективой, чтобы ни у кого не возникало таких даже мыслей, что мы вот на день-два, а потом уйдем. У нас в лагере есть все для того, чтобы сколько нужно, столько здесь продержаться. А этим вот москвичам говорите: ребята, бери шинель и... Ну, мы уже им все объяснили, им уже не надо, они понятливые. Спасибо вам. Давайте. Эта свалка переполнена, она уже не имеет вообще продолжения. Она должна быть рекультивирована, дегазирована и законсервирована. Все, этот полигон, он уже не имеет своей перспективы. Поэтому здесь, вот говорю, наш последний рубеж и оплот. Если кто-то думает, что мы сдадимся, не сдадимся. Мы готовы ко всему. Уже каждый для себя решил, да. Приедет ОМОН, приедет Росгвардия, каждый решил, да, какой вот, степени он будет здесь стоять. Да. Так что, ну, поживем увидим. Дай Бог, чтобы действительно до этого не доводили.